Здравствуйте, вы смотрите Якутия Лайв, с вами Ирина Ефимова. Буквально завтра, 22 марта, в Якутске стартует международная конференция по вопросам изменения климата и таяния вечной мерзлоты. На ее полях пройдут два пленарных заседания: научно-практическая конференция под названием «Устойчивость природных и технических систем криолитозоны в условиях изменения климата», а также ряд выставок, круглых столов, молодежных дискуссий и научно-популярных лекций. И сегодня у меня в гостях Никита Тананаев, ведущий научный сотрудник Института мерзлотоведения, заведующий лабораторией по изучению климата Северо-Восточного федерального университета, с которым мы поговорим о предстоящей встрече научного сообщества и обсудим вопросы глобального потепления и его влияния на жизнь якутян. Добрый вечер, Никита Иванович. Добрый вечер. Ну, давайте начнем с анонса, расскажем зрителям о предстоящем мероприятии, почему конференция так важна не только для ученых, но и для всех якутян. Дело в том, что изменение климата, конечно, это предмет изучения научного сообщества, но, во-первых, выводы, которые мы получаем, и которые потом дальше найдут продолжение в разнообразных официальных документах, мы надеемся, они, безусловно, определяют жизнь всех граждан Якутии, поскольку многие из них уже успели почувствовать на себе, что такое изменение климата и каковы могут быть его неблагоприятные последствия. Ну, об этом мы в том числе сегодня поговорим. Задать вопрос можно по телефону 8 41 12 42 14 39 или отправить сообщение в Телеграм на номер 8 914 235 05 02. Мы работаем в прямом эфире. Расскажите я не знаю, можно ли про конференцию говорить хедлайнеры, такое слово? Можно. Расскажите, тогда, кто хедлайнеры, кто из звезд научного сообщества? Есть звезды, безусловно, именно это слово я хотел сказать. Есть звезды административного характера, у нас будет много директоров институтов, хорошо представлено академическое сообщество, это академики Российской академии наук, член-корреспонденты, все известные люди в своих областях, смежных с изучением климата и мерзлоты. Будут очень известные наши коллеги из Соединенных Штатов, из Японии, онлайн и даже очно будут принимать участие. Владимир Романовский, один из известнейших мировых мерзлотоведов, фактически очень крупная величина. Все будут у нас, потому что есть необходимость на таких представительных площадках обсуждать вопросы изменения климата, реакции мерзлоты. Это большая часть конференции. Не вся конференция, но большая часть конференции — это обсуждение именно мерзлотных вопросов. Что логично, поскольку у нас Институт мерзлотоведения все-таки один из крупнейших в мире. То есть происходящие события, они не повлияли на то, что там гости из США тоже примут участие, хоть и онлайн? Мне сложно сказать, насколько была представительной такая конференция в другом политическом контексте, но конференция в любом случае для всероссийского масштаба более чем репрезентативная. Надеемся, что коллеги тоже подключатся. И какие вопросы будут самыми актуальными в повестке? Повестка очень большая, поскольку участников очень много, у нас только приезжих участников около 100 человек. Которые приезжают за пределов республики. Поэтому есть что обсудить. Как я уже сказал, будет отдельное совещание в рамках конференции, касающееся мерзлоты. У нас будет круглый стол по адаптации к климатическим изменениям. У нас будет обсуждение экологических вопросов, поскольку изменение климата представляет и экологический риск, несет с собой. И разнообразные сторонние встречи. Это встречи с предпринимателями с эконаправленностью, конкурс молодежных зеленых стартапов. Такие активности окружают эту конференцию. А научпоп — это как раз молодежная часть, да? Будет еще научно-популярные лекции, это тоже популяризационно-обучающий такой контекст. Они начнутся прямо завтра с утра. Это тоже значительная часть программы. Но это можно просто прийти и послушать, любой может прийти и послушать. Я думаю, что там будет трансляция онлайн. Я не думаю, что по соображениям безопасности доступ будет открыт всем подряд. Как и сейчас в Северо-Восточном федеральном университете, просто со стороны не попадешь. Но надеюсь на онлайн-трансляцию в первую очередь. Это было всем доступно. Ну что ж, холодная зима для Якутии — дело обычное, но в последние несколько лет все-таки мы стали замечать, что зимы становятся теплее. За исключением этой зимы. Я помню, что в детстве было гораздо холоднее.
и активных дней было больше, и начинались они там при более низких температурах. И вот, ну, банальный пример, да, несколько лет назад в декабре не получилось поехать на Ленские столбы, потому что река еще не встала, было слишком тепло в декабре. Вот. Как в целом меняется климат сегодня и почему это происходит? Это очень хороший вопрос, и я хочу сказать, почему мы говорим об этой зиме и о зиме 2021 года также, которая была еще холоднее, как об аномальных зимах. На фоне климатической нормы 40-летней давности эта зима не была бы аномалией, она была бы обычной нормальной зимой. Она кажется аномалией, и с метеорологической точки зрения, со строгой метеорологической, именно таковой считается, да, поскольку очень далеко отстоит от нормы, только потому, что норма изменилась. Январь, февраль стали за последние 30 лет гораздо более теплыми. И да, действительно, на этом фоне все, что сильно холоднее, да, оно все выбивается. И мы обращаем внимание, говорим, вот аномалия, птицы, там, звери замерзают. Климат меняется в силу разных причин. К тому же Якутия большая территория, да, поэтому по всей территории климат меняется очень неоднородно. Да, мы замечаем это в первую очередь в температуре воздуха. Да. Есть регионы, где за последние 30 лет температура воздуха выросла довольно значительно, больше, чем 1,5 градуса. Это в первую очередь северо-восток. Да, это устье Индигирки, устье Колымы. Есть регионы, и в частности это касается центральной Якутии, где температура воздуха выросла не так сильно. Я говорю о среднегодовой температуре воздуха. В разбивке по месяцам мы тоже можем говорить о том, что у нас в первую очередь весны становятся теплее. Казалось бы, в Якутске вот мы хорошо замечаем, последние несколько лет сентябрь внезапно стал практически летним месяцем. Да? Но тем не менее, именно весны на всей территории Якутии, если взять, мы это видим из данных Росгидромета официально, то это период с апреля по июнь. Это статистически значимые тренды, установлены нами практически на всех исследованных нами метеостанциях. Но температура воздуха не единственный показатель. Мы видим такие же направленные изменения в количестве осадков, во влажности почвы. Но, с другой стороны, мы, например, не видим каких-то значимых тенденций в влагозапасе в снеге. Ну, много говорят, что в этом году прям аномально большой запас воды в снеге. Очень много снега вообще. Ну, что только подтверждает наше мнение. Я буквально сегодня эти данные смотрел, чтобы понять. Кажется, как будто тренд есть, да? Как будто бы в 80-е годы там было побольше снега. Сейчас вроде бы поменьше, но это только один бассейн, бассейн Амги, поскольку он опасный с точки зрения наводнений. На него я смотрел внимательно. И нет, оказывается, с точки зрения статистики никаких тенденций мы не видим. Ну и вот этот год подтверждает. А как-то вообще предсказывать можно, вот прогнозировать как-то это все или нет? Потому что мы вроде бы привыкли, что тепло, а тут раз и... Можно прогнозировать погоду. Это мы хорошо научились. Прогноз погоды очень краткосрочный, на 2-3, на 5 дней. Без проблем. А вот какая будет следующая зима, сказать сложно сейчас. На 50, на 100 лет мы тоже научились прогнозировать. У нас есть климатические модели, которые позволяют нам как-то, ну, естественно, приблизительно, не с точностью до минуты секунды, но тем не менее сказать, что вот через 50 лет среднегодовая температура при определенных условиях, да, есть разные сценарии изменений, да, она будет в каких-то пределах, такой или такой. Но сказать, что будет через год в этот же день, или какой будет это лето, это осень, или следующая зима, вот этого пока не научились. Ну, понятно. Есть методы, но это не предсказание, это скорее по аналогии с прошлыми периодами. Да? Ну, в прошлые годы метеорологическая обстановка складывалась вот так, и была такая температура. Поэтому с какой-то вероятностью мы можем ожидать, что это повторится. Но природа иногда кубик так бросает, что ситуация не повторяется. Тут вопрос вероятности. То есть, соответственно, пожары и наводнения в результате паводков тоже предсказать сложно? Увы. Но с очень короткой заблаговременностью можно анализировать предпосылки, которые приводили к наводнениям раньше, да, и следить только за тем, складываются ли снова эти предпосылки в конкретный год. Да, это отдельное искусство. Но в течение следующих 50 лет будет все-таки теплеть потихонечку, да?
среднегодовая температура? Определенно, да, это результаты в том числе и нашей лаборатории по изучению климата Северо-Восточного федерального университета. Есть разные климатические сценарии, да, есть более благоприятные сценарии, где весь мир активно борется с эмиссией парниковых газов промышленной и декарбонизируется, сейчас модная такая тема, да, и термин тоже. И тогда более-менее температура будет продолжать расти все равно, но не так быстро, и где-то к концу века начнет снижаться. Есть сценарии пессимистические, там все не так хорошо. Вот. Какая будет реальность, мы не знаем. Сценарии основаны на прогнозах социально-экономической ситуации. Ну, насколько они точны, это тоже еще большой вопрос. Но, тем не менее, да, мы можем предсказать с хорошей точностью, ну, там, набором сценариев. И для территории Якутии прогнозируемое изменение среднегодовой температуры воздуха составит в пределах от 2,5 до 7,5 градусов. Вот такой размах, довольно большой. Но раз уж про парниковые газы заговорили, какое они вообще влияние оказывают на изменение климата, откуда они берутся? Что это такое вообще? Ну, теория парниковых газов, вообще она появилась еще в конце XIX века или даже в середине XIX века, когда ученые обратили внимание на их свойство перераспределять тепловую энергию. Вот. Создавая на масштабе нашей Земли, это значит, что наличие их в атмосфере создает эффект парника. Ну, тут не надо объяснять, что такое. Да? Это тепловая энергия, которую не пропускают наружу, обратно в космическое пространство, те самые молекулы парниковых газов. Их три основных. Это СО2 углекислый газ, CH4 это метан, и еще есть закись азота. То есть три парниковых газа. Есть еще четвертый, и, безусловно, его в атмосфере больше всего. Это водяной пар. Но у нас количество воды на Земле постоянное, и поэтому количество воды, и в том числе в атмосферном компартменте, да, в самой атмосфере, считается, что оно тоже, да, меняется, но в целом остается постоянным, именно на глобальном многолетнем уровне. Меняется заметнее всего концентрация парниковых газов. Ну вот откуда они берутся? Берутся они из нескольких, значит, несколько путей. Значит, во-первых, это промышленные эмиссии. Сельское хозяйство, животноводство в первую очередь. Да? Это сжигание ископаемого топлива в любом виде. Да? Хоть попутный газ, хоть просто двигатели внутреннего сгорания. Это бактерии, которые живут в мерзлоте, в частности, вырабатывают метан и СО2 просто путем расходования органического вещества, которое находится в почве. И есть еще геологический метан, тот, который находится где-то глубоко в недрах Земли в геологическом пространстве и локально прорывается наружу. Такие места, в принципе, с помощью спутниковых исследований, большая их часть, наверное, я представляю себе, установлена, где они находятся. Ну, тогда понятно, почему в XIX веке заговорили, когда началось это промышленное бурное освоение. Нет, тогда это не имело такого большого практического смысла, что ли, и приложения, как сейчас. Просто такой эффект нашли в экспериментах, как многое в нашей науке. Эффект, который открыт, может быть, 100 лет назад, приобрел особую актуальность именно сейчас. А вот эти пресловутые озоновые дыры, про которые все говорят? Ну, они более-менее закрылись сейчас уже. Кстати, озоновые дыры — пример того, как научное сообщество, и не только научное, индустриальное сообщество, мировое, собравшись вместе, приняв какие-то решения, и, что самое главное, не приняв решения, а внедрив какие-то меры, смогло добиться того, что такой проблемы, как 40 лет назад, 30 лет назад, озоновые дыры практически не представляют. Ну, то есть это как пример меры, которые... Да, то есть когда мы говорим, что теоретически мы можно действительно хотели влиять бы и могли бы достичь углеродной нейтральности, да, это значит, что у нас есть пример того, что в принципе в прошлом такие договоренности и коллективные решения и действия, они уже сработали и привели к нужным нам результатам, положительным результатам. Оставляет нам надежду. А сейчас какие-то меры можно принять, чтобы...
Конечно. влиять на Конечно, изменение безусловно. климата или адаптироваться к этим изменениям? Если бы было нельзя, да, То все было бы бессмысленно. да, можно было опустить руки и спокойно жить дальше, как мы живем сейчас. И отдельно, наверное, нужно сказать, что развиваются два направления действий и размышлений. Да? Это в первую очередь меры по снижению эмиссии парниковых газов, индустриальной. Конечно, у Земли много других регулирующих механизмов, которых мы, может быть, даже не все знаем. Но все-таки научный консенсус у нас складывается таким образом, что наблюдаемое нами изменение климата и потепление, увеличение температуры, но не только, да, много последствий, которые мы наблюдаем также, оно связано с эмиссией парниковых газов именно антропогенного происхождения. Соответственно, основное, что от нас зависит, это снижение эмиссий в процессе производства. Тот же метан из животноводческих предприятий можно запасать и перерабатывать, использовать вторично, там, тем или иным путем. Опять же, во многом климатическая проблема современности — это проблемы перепроизводства и перепотребления. То есть мы, начиная с годов 60-х, послевоенного времени, слишком хорошо стали жить, грубо говоря. Возможно, ну, не слишком хорошо, но слишком потреблять много. Возможно, это не касается Якутии, например. Я даже уверен, что это касается Якутии в последнюю очередь. Да? Но я говорю здесь о глобальной проблеме. И второе, что касается нас как раз в большей степени, это вопрос адаптации к климатическим изменениям. Якутия не производит глобальное потепление. Да? Она, наоборот, его получает. Причем в первую очередь. Да, все последствия наши, в первую очередь в арктической зоне. Но промышленных производств не так много, и то, что выходит из мерзлоты дополнительно в результате ее оттаивания, это доли градуса в общем потеплении. Какой-то эффект есть, но он не такой большой. Поэтому нам остается второе направление — это адаптация. То есть приноравливание наших практик каких-то жизненных, причем это из разных отраслей. От ЖКХ до транспортной системы, до и науки в том числе. То есть очень многое, что мы можем адаптировать к будущему климату, чтобы он был более безопасным для нас. Или выгодным, возможно, даже выгодным. Ну вот очень часто говорят о том, что Якутия — это район с экстремальным климатом, тем не менее мы с вами здесь живем. Какие плюсы жизни на вечной мерзлоте можно назвать с научной точки зрения? Ну вот отпуск длиннее, например, надбавки северные, опять же. Но это все шутки, речь, конечно, не об этом. В последнее время, и все чаще и чаще, мы в Институте мерзлотоведения говорим о том, что мерзлота — это ресурс. И появилось понятие криогенный ресурс. Мы можем использовать холод. Ну, раньше мы использовали холод тоже. Все, кто за окошко пакет вывешивал там, раньше, да, зимой вместо морозилки, все знают, что такое холодовой ресурс. Но мы можем создать криохранилище семян, например, пользуясь этим криогенным ресурсом. Мы можем отапливать помещение, используя тепло, которое выделяется при замерзании воды. Такие разработки у нас есть, и в Институте мерзлотоведения в частности. То есть мы можем пользоваться мерзлотой как ресурсом. В этом есть определенное наше преимущество. Посмотрите, сколько электроэнергии расходуется на охлаждение больших дата-центров, да, больших хранилищ данных. Если перенести их куда-нибудь хорошо за полярный круг, останется вопрос об их связности с точки зрения доступности интернета, но не надо будет их охлаждать, они будут охлаждаться сами. Но это преимущество скорее холода, а не вечной мерзлоты. Ну да, холодовой ресурс, но благодаря холоду мерзлота существует тоже. Ну, можно хранить продукты, да, как наши предки делали. Как, да, ну эта практика, правда, вот в некоторых регионах, например, на Чукотке, уже становится не такой устойчивой. И коренные народы, именно чукотки, да, жалуются на то, что у них много проблем с современными ледниками, слишком тепло. Да, невозможно хранить моржатину. И китятину они хранят. Ну, это основа жизнедеятельности прибрежных народов, это морские млекопитающие. Как только их мясо невозможно становится хранить,
начинаются большие проблемы в их традиционном питании. То есть, это тоже проблемы, связанные с потеплением климата и таянием многолетней мерзлоты. Ну, мы с вами уже выяснили, что паводок спрогнозировать в ближайшие невозможно. Но вопрос, тем не менее, как гидрологу, да, исторически так сложилось, что более 70% населенных пунктов республики расположены вдоль крупных рек в зоне постоянного риска подтопления. И, значит, один из самых эффективных методов защиты населения и объектов экономики от воздействия паводка — это капитальные защитные инженерные сооружения. Но вот что-то, может быть, наука предлагает другое. Ну, во-первых, насчет прогноза паводков я хочу еще раз, да, сказать, что мы можем наблюдать предпосылки, да, и ожидать, что в тот или иной год, например, как в этот год, когда у нас большие влагозапасы в снеге, может теоретически вероятность наводнения быть выше. Ну, вот, а в каком районе вот тот или иной район? Это уже можно это спрогнозировать? К сожалению, сейчас, вот где мы находимся в конце марта, пока это предсказать сложно. Да? Ну, да, у нас есть регионы, где запас воды в снеге сейчас намного больше нормы. Это часть центральной Якутии. Насколько я помню, это Колымский бассейн. Ну, тут лучше скажут представители Якутского управления гидрометслужбы. Они держат руку на пульсе. Но, тем не менее, апрель, особенно в последнее время, да, с одной стороны, месяц очень теплый, но, тем не менее, с отрицательными все-таки температурами. Да. Есть вероятность, что довольно большое количество снега просто испарится и не дойдет до того момента, когда уже пришло время таять. Испарение с поверхности снега может достигать половины влагозапасов снега. Много. Но для этого нужно активное солнце и желательно еще сильный ветер. Сложатся такие условия в Якутии или в каких-то районах Якутии, или не сложатся, мы пока не знаем. И второй момент, особенно жители Якутска точно это знают, апрель в последние годы — это месяц больших снегопадов. За последние 5 лет один, наверное, только был апрель. Ну, тут я насчет статистики боюсь ошибиться, но очень часто в середине, даже во второй половине апреля, может быть, выпадает довольно большое количество осадков еще, дополнительно к тому, что уже накопилось. Поэтому, наверное, точнее всего именно для центральной Якутии и северных районов прогноз будет ближе к этому времени. Ну вот помимо строительства дамб капитальных, что-то может предложить? Как спастись, да, как спастись и чем защититься. Но действительно, для больших населенных пунктов альтернатив пока нет. Якутск, Ленск, Алекминск, некоторые другие населенные пункты по Лени и по другим рекам защищают разные степени капитальности инженерные сооружения. И, наверное, именно для крупных населенных пунктов это оптимальный выход по соотношению затрат на капитальное строительство и вероятного избегаемого ущерба. Возможно, есть еще другие населенные пункты, где стоило бы построить такие сооружения. Но стоят они действительно дорого. Есть несколько стратегий, которые помогают не избежать полностью риска наводнений или ущербов от наводнений, но управлять этими рисками. Это касается, например, страхования рисков. У нас была попытка на федеральном уровне внедрить добровольное страхование рисков в ЧС, в частности наводнений. На данный момент пока так особым успехом она не увенчалась, но в первую очередь потому, что добровольное страхование, дополнительные траты денег, люди не очень хотят, не очень хотят платить прямо. В общем, никаких научных таких решений. Есть, опять же, вопрос в чем? У нас есть наводнения, которые вызваны весенним половодьем, да? У нас есть наводнения, которые вызваны дождевыми паводками, как в прошлом году в Верхояне, Скобельский, Верхоянский район. Что касается весенних наводнений, то здесь может идти речь об ослаблении прочности ледяного покрова. Такие работы проводятся на крупных реках. Насколько они эффективны, тут это дискуссионный вопрос.
Но вот есть примеры того, что в некоторых районах, точно мы знаем, наблюдениями подтверждено, что зачернение льда дало хорошие результаты в плане предотвращения затоплений. То есть, заторные наводнения, вот в первую очередь, что беспокоит нас, да, и что абсолютно непредсказуемо, просто принципиально. Это действительно вот просто святой рандом, как говорится, да, кубик. Ну, лето, вот прошлое лето и позапрошлое лето были очень жаркими и засушливыми, тоже говорили, что это необычайно. Вот откуда такие жаркие температуры, почему не было дождя, это глобальное изменение климата или какая-то локальная история? Ну, тут мы не делим обычно глобальное и локальное, да, потому что любой локальный процесс несет на себе отпечаток или отражение каких-то более крупных по масштабу процессов. То есть есть процесс Эль-Ниньо, например, который происходит с периодичностью раз в несколько лет в Тихом океане, но его последствия в виде волн распространяются на всю планету. То есть глобальное и локальное очень размыто и в климатологии в первую очередь. Антициклон, который у нас доминирует зимой, естественно, вот наш азиатский максимум, область высокого давления, она определяет у нас солнечную погоду. Мы видели только солнце из-за тумана зимой. Ну, его осколки, они также летом, оставаясь, никуда не уходя, оставаясь на территории Якутии, могут определять высокие температуры. В 2020 году именно один из таких вот отрогов сибирского антициклона, который перешел через Верхоянские горы, сделал нас всемирно известными. Это рекорд, да, самая высокая температура положительная в северном полушарии, в арктическом регионе. Это не в северном полушарии, но в арктическом регионе. Верхоянск плюс 38 с копейкой. Значит ли это, что в современных климатических условиях, при современной циркуляции атмосферной, этот антициклон стал более устойчивым летом и вот желает над нами находиться, да, не пропускает циклоны к нам? Летом циклоны несут к нам более прохладную погоду и осадки, что нам важнее всего. Вот если сибирский максимум, ну вот эта часть наша, якутская, да, становится более устойчивой, да, у нас в перспективе большие проблемы с аномальной жарой, с пожарами, с водными ресурсами также, потому что испарение больше, озера начинают высыхать, и дальше. И мерзлоту, конечно, не забываем, чем жарче, тем она активнее тает. Какие современные средства используются учеными для изучения, исследования климата? Ну вот у вас в лаборатории что там, что есть и что стоит взять на вооружение, чего хотите? Ну, во-первых, самая база просто без чего невозможно, это данные Росгидромета. Это данные наблюдений по единой системе, абсолютно однородная на всей территории России, и такие же методики в мире применяются. Это первое. Это просто фактические данные наблюдений. Есть различного рода климатические модели. Их мы тоже используем. К сожалению, адаптированной для арктической территории климатической модели региональной пока нет. Ну, она есть, но я не видел, чтобы из нее получались хорошие результаты. К тому же она, как говорится, сейчас не импортозамещенная. Своей модели у нас пока нет. Но хотелось бы ее когда-нибудь получить все-таки. Но потому что климатическое моделирование все-таки это пока лучшее, что у нас есть с точки зрения прогнозов будущего. А вот все эти разговоры о том, какой будет климат Якутии к 2100 году, да, мы об этом говорим, мы сделали такой прогноз на основании отбора лучших климатических моделей из существующих. Мы выбрали 5 из 48, те, которые самые классные, как нам показалось. Да? Вот. Но хотелось бы более детальной, более тонкой настройки именно такого регионального характера. Пока, к сожалению, этого нет. У нас в руках также довольно большое количество спутниковых наблюдений за очень большим количеством разных показателей. Это и парниковые газы, или, как сейчас правильнее говорить, климатически активные газы. Не парниковые, так, ну неважно. Это и влажность почвы,
это и влагосодержание в речных бассейнах. Все это можно наблюдать из космоса. И эти данные доступны, ими мы тоже пользуемся. А изучение климата, ну, как и любая наука, да, это время, деньги и люди. Времени у нас, ну, зима якутская длинная, поэтому времени много. А вот со всем остальным проблемы, да, значит, мы пытаемся воспитать сейчас в лаборатории по изучению климата молодой коллектив, пытаемся воспитать новых будущих специалистов и ожидаем вот от них уже даже в ближайшее время интересных результатов, в частности, тоже по изучению якутского климата. Ну и денег, какой ученый от денег откажется. Ну, до таяния вечной мерзлоты не дойдет? Ну, это очень регионально. Есть территории, которые более уязвимы к этому процессу. Есть территории, которые менее уязвимы. По примеру Центральной Якутии мы знаем, что чем больше льдистость горных пород, тем больше потеря объема при оттаивании. Ну, это простая физика. Лед больше по объему занимает, чем вода. Соответственно, начинается просадка поверхности, и с просадкой поверхности у нас связаны уже дальнейшие неблагоприятные последствия. Ну вот с домами на сваях что будет, если? К счастью, город, вот урбанизированная территория, техногенная система, которая лучше защищена именно в силу своей техногенности, да, защищена, чем фоновая территория. В городах, в Якутске, по крайней мере, температура почвы на глубине ниже, чем в окружающих ландшафтах. В первую очередь, с чем это связано? С тем, что мы активно удаляем снег. Снег хороший теплоизолятор. Как только мы начинаем его укатывать или убирать, грунт сразу охлаждается сильнее. Вот, поэтому запас прочности, он связан только с тем, насколько хорошо будут содержаться коммуникации. Потому что появление воды в почве, ну, под домами в частности, вот в основаниях, это фактор риска гораздо больший, чем увеличение температуры воздуха там, среднегодовой на 1-2 градуса. Хорошо, а вот 202 и 203 микрорайоны, когда 202 еще только строили, все боялись, что его смоет, потому что Зеленый Луг, он в зоне подтопления. Вообще есть риск, что когда-нибудь смоет эти микрорайоны? Или... Я бы так не сказал. Нет, я в этом отношении довольно оптимистичен, потому что, во-первых, их отметки так или иначе определены с помощью гидрологических расчетов. Да? То есть уровень застройки в любом случае находится за пределами вероятного затопления. Ну, то есть, да, эту территорию не защищает городская дамба, но по отметкам они практически сходны. Я могу путаться, значит, в деталях и сантиметрах, но это близкие по значению величины. Кроме того, одно из редких, но тем не менее благоприятных последствий ожидаемых изменений климата — это то, что максимальные уровни воды станут ниже. То есть ожидать чего-то в ближайшие 20-30 лет экстремального мы можем только от ледовых заторов, которые, к сожалению, вот этой закономерности не подчиняются. Да? Но за ее пределами вот, гидрологический фон такой, что максимальные расходы при таянии мерзлоты становятся ниже. Поэтому от больших наводнений нас... То есть вторую дамбу там строить не обязательно? Ну, скорее всего, нет, но я только надеюсь, что... Да, к тому же это протока реки, которая перегорожена давным-давно, в 60-е годы, городской дамбой, да, поэтому там условия циркуляции воды совсем не такие, как в основном русле. Поэтому там больше опасности можно ждать только от подземных вод. Ну, их режим сейчас изучается, опять же, Институтом мерзлотоведения, там есть мониторинговые скважины. Мы видим, как связан уровень воды в подземном пространстве и в реке, как они следуют друг за другом. Так что, да, я не буду говорить прям со стопроцентной уверенностью, я все-таки не специалист по инженерному мерзлотоведению и по строительству в целом, но вот насколько мне известен
этот материал, который коллеги готовят, да, там больших проблем. Ну и последний вопрос. Вот но если только гараж не затопит какой-нибудь, это возможно. И прям последний вопрос, да, очень коротко. Вы говорили, что Якутии остро необходим региональный научный институт по изучению водных ресурсов. Зачем? Я продолжаю быть в этом уверенным. Ну, возможно, прямо институт, это, конечно, громко сказано. Да, замашки на гигантизм, который не хотелось бы избежать, значит, его. Но, тем не менее, водные ресурсы принципиально важны уже сейчас, будут важны для нашего засушливого региона и в будущем. И гидрологические риски стоят перед нами, ну, до сих пор стоят, это наводнения все тому примерами. Поэтому и проблема в том, что по другим тематикам коллеги как бы уже скучковались вместе. Да? У нас есть институт мерзлотоведения, институт биологических проблем. И люди, которые занимаются изучением водных ресурсов, гидрологических рисков, они вот по этим размазаны, так скажем, да? Распределены равномерно. И когда мы в прошлом году работали по программе комплексных научных исследований Академии наук Республики Саха-Якутия, большой проблемой было именно собрать всех вместе, чтобы все вместе работали над одной тематикой, хотя мы друг друга знаем уже много лет. Ну что ж, я вам желаю, чтобы это осуществилось обязательно. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на наши вопросы. Спасибо за хорошие вопросы. Меня зовут Ирина Ефимова. Это была программа «Якутия Лайв». Смотрите нас по будням в 19:15 на телеканале «Якутия-24». Расскажем, чем живет Якутия.